ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. густариши равобити дуҷонибаву бисёрҷонибаи Тоҷикистону Қирғизистон дар заминаи татбиқи сиёсати муваффақонаву бобарор. 8 июл сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров дар ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. мулоқоти хосаи сарони давлатҳо, имзои созишномаҳои нави ҳамкорӣ ки фарогири равобити дуҷонибаву бисёрҷониба мебошад, баргузории ҳамоишҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва пешниҳоди нақшаҳои нав заминагузор аст дар рушди муносибатҳои ин ду давлати дӯсту ҳамсоя. гузориши муфассал фарогири ҳамин мавзӯъст. 8 июл президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо сафари ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифтанд. муҳтарам ҷаноби олӣ, шуморо ба кишвари дӯст ва меҳмоннавози Тоҷикистон самимона хайрамақдам мегӯем. улӯ мартавалу сизди достук чана мемандос Тоҷикистонда достук жатқанамизга чӯж рактан кубачистабыз. хуш омадед. саҳни фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олиқадр бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду дона оро ёфта буд. барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда, афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. ҳамчунин баҳри пазироии сатҳи баланди меҳмони олиқадр аз ҷониби ҷавонон ва аҳли ҳунар барномаи рангину пурмуҳтавои консертӣ пешкаш карда шуд. зимни суҳбати кӯтоҳи дар толори фурудгоҳ баргузоршуда, сарони ду давлат доир ба барномаи сафари давлатии Садир Жапаров ба Тоҷикистон табодули назар намуда, аз ҷумла изҳори бовар намуданд ки он дар таърихи муносибатҳои ду кишвари ҳамсоя саҳифаҳои нав боз мекунад.
8 июл ташриф овардан ба пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ба хотири эҳтиром ва арҷгузории таъриху фарҳанги ғании миллати тоҷик дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати бузурги тоҷикон Сомониён Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. дар ин маросим президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар намояндагон ҳамроҳӣ карданд. ҳаштуми июл маросими бошукӯҳи истиқболи президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров дар майдони қасри миллат ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд баргузор гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии қирғизистон батальони қаровули фахрӣ ба муносибати ташрифи давлатии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон сад ороста шуд. Командири батальони қаровули фахрӣ подполковник Ашурзода. маросими истиқбол бо гузориши командири қаровули фахрӣ ба меҳмони воломақом садо додани сурудҳои миллии ду кишвар гузаштан аз назди сафи қаровули фахрӣ арзи эҳтиром ба парчами давлатии Тоҷикистон. Салом ва шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб ҷараён гирифта бо қадамзании мутантан ва гузаштани ҷузу томҳои қаровули фахрӣ аз назди саруни ду давлат анҷом ёфт. ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти ҷумҳурии қирғизистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд.
дар қасри миллат масоили ҳамкории Тоҷикистону Қирғизистон дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо ва бо иштироки ҳайатҳои расмӣ баррасӣ гардид. Уважаемый Александр Нургулович, приветствую вас в Таджикистане, наши новые встречи. Отрадно, что наши отношения находятся на подъеме. Мы сняли все вопросы по делимитации границы, активно продвигается работы по демаркации, успешно развивается торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Наши страны тесно взаимодействуют в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние, перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз добро пожаловать в Таджикистан. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Спасибо, уважаемый Эмомали Шарипович, за ваши теплые слова приветствия. Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность за приглашение посетить Республику Таджикистан с государственным визитом, а также за теплый прием братского таджикского народа. Особо отмечу успешное завершение процесса делимитации таджикской государственной границы, что стало решающим фактором укрепления безопасности страны не только в наших странах, но и в целом в регионе. Убежден, что процесс демаркации оставшихся участков государственной границы будет завершен в ближайшей перспективе в соответствии с утвержденным графиком. Уважаемый Эмомали Шарипович, уверен, что в ходе моего визита мы с вами обстоятельно обсудим все насущные вопросы и определим перспективные направления кыргызского сотрудничества. Большое спасибо. дар мулоқоту музокирот доираи васеи масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи дуҷониб аз ҷумла густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ баррасӣ шуд. сарони ду давлат аз ниҳоӣ шудани делимитатсияи сарҳади давлатӣ миёни ду кишвар изҳори қаноат намуда, ҳамзамон таъкид доштанд, ки корҳо доир ба анҷом додани демаркатсия низ бо ҳамоҳангии ҷонибҳо идома дорад. таҳким ва густариши робитаҳои парлумонӣ воситаи муҳими рушди ҳамкории дуҷониба номида шуд. таҳкими ҳамкории иқтисодӣ, тавсияи робитаҳо дар сатҳи минтақавӣ аз ҷумла миёни ноҳияҳои назди сарҳадӣ зарур шумурда шуд. татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои кишоварзӣ ва саноати сабуку хӯрокворӣ аз самтҳои афзалиятноки афзоиши сармоягузории мутақобила арзёбӣ гардид. пешниҳод шуд, ки ҳамкорӣ дар самти содироту воридоти маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ густариш дода шавад. ҷонибҳо барои сармоягузорӣ дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ, рушди марказҳои логистикию саноатӣ ва густариши шарикӣ дар соҳаи рушди системаҳои иттилоотӣ изҳори ҳавасмандӣ намуданд. ба таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои ояндадори энергетика, тавсияи шоҳроҳҳои транзитию нақлиётӣ ва зиёд кардани шумораи парвозҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. ҷониби Тоҷикистон барои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ, робитаҳои байни муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ, табобатию солимгардонӣ ва муассисаҳои санитарию курортӣ изҳори омодагӣ намуд. баргузор намудани фестивалҳо, намоишгоҳҳо ва дигар чорабиниҳои фарҳангӣ омили муҳими таҳкимбахши робитаҳои фарҳангию гуманитарии байни мардумон номида шуд. мубориза бо терроризм, экстремизм, тунгароии динӣ, қочоқи маводи мухаддир, киберҷинояткорӣ ва дигар зуҳуроти ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт. ҳамкории зич барои ҳалли мушкилоти тағйири иқлим, мусибатҳои гармшавии ва ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯоти дигари суҳбат буд. ҳамчунин атрофи ҳамкории чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, Созмони ҳамкории Шанхай ва дигар сохторҳои байналмилалию минтақавӣ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. пас аз анҷоми музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Қирғизистон дар ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳо муҳтарам Эмомали Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон
ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ба изҳороти муштарак миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон имзо гузоштанд. ҳамчунин санадҳои зерин ба имзо расид. Созишнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба тадбирҳои боварӣ. Созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон оид ба таъсиси шӯрои байниҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон, оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи геодезия, харитасозӣ, заминсозӣ, кадастр, ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ва мушоҳидаи фосилавии замин. Созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи стандартизатсия, метрология, баҳодиҳии мутобиқати маҳсулот ва аккредитатсия. Созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ. ёддошти тафоҳум миёни Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати меҳнат, ҳифзи иҷтимоӣ ва муҳоҷирати ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи иҷтимоӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ миёни Агентии хизмати давлатӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии давлатӣ оид ба хизмати давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ назди Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон. барномаи ҳамкорӣ миёни Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Қирғизистон барои солҳои 2026-2027. нақшаи чорабиниҳо миёни Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати иқтисод ва тиҷорати ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи саноат барои давраи солҳои 2025-2026. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор байни Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати захираҳои табиӣ, экологӣ ва назорати техникии ҷумҳурии Қирғизистон. ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корпоратсияи миллии радиошунавоии ҷумҳурии Қирғизистон. ёддошти тафоҳум миёни Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва Институти илмию тадқиқи зироаткории назорати захираҳои об, кишоварзӣ ва коркарди саноати ҷумҳурии Қирғизистон. созишнома оид ба таъсиси шӯрои корӣ миёни Палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Қирғизистон. дар қасри миллат пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров дар маросими маҷозии бозкушоии гузаргоҳи сарҳадии Тоҷварон, Қарамиқ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон иштирок намуданд. Уважаемый президент Республики Таджикистан, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, разрешите приступить к возобновлению деятельности контрольно-пропускного пункта Тоҷварон на контроль на государственной границе Таджикистан-Киргизстан. Командующий пограничными войсками генерал-майор Раджабзода. Уважаемый президент Кыргызской Республики, главнокомандующий вооруженными силами, разрешите приступить к возобновлению деятельности контроля пункта пропуска в Бардово, Карамык на кыргызско-таджикской государственной границе. Первый заместитель председателя ГКМВ, директор пограничной службы генерал-майор Алимбаев. Разрешаю. Разрешаю. маросим бо иштироки роҳбарият ва сокинони ноҳияҳои назди сарҳадии лахши Тоҷикистон ва чон алаи Қирғизистон баргузор гардид. пас аз анҷоми музокирот ва маросими имзои санадҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров барои намояндагони васоити ахбори омма дар нишасти матбуотӣ оид ба натиҷаҳои мулоқоти сатҳи олӣ суханронӣ карданд. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа,
Прежде всего, хотел бы еще раз искренне поприветствовать вас, уважаемый Садыр Нургожевич, и официальную делегацию Кыргызской Республики в Таджикистане. В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в духе взаимопонимания и конструктивного диалога, мы подробно рассмотрели весь комплекс таджикско-кыргызских отношений. В этом контексте особо подчеркнули тенденцию укрепления регулярного политического диалога на высшем и высоком уровне. Отметили обоюдное стремление к скорейшему завершению демаркации границы и усилению мер доверия в приграничных районах. В рамках переговоров мы акцентировали внимание на развитие торгово-экономического сотрудничества. Провели обстоятельные обмен мнениями по вопросам наращивания двустороннего товарооборота, обсудили в том числе вопросы расширения номенклатуры взаимного поставляемой продукции и устранения существующих торговых барьеров. Мы отметили важность развития связей на уровне регионов, особенно приграничных районов. Обсудили перспективы реализации совместных проектов в приоритетных областях экономики. Это прежде всего в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Особое внимание было уделено вопросам продвижения эффективной кооперации в различных отраслях промышленности и в агропромышленном комплексе. Договорились о продолжении сотрудничества в области гидроэнергетики. Отметили значение запуска линии передачи электроэнергии Худжан-Датка между нашими странами в рамках проекта КАСА-1000. Мы подчеркнули важность полной реализации данного проекта для расширения возможностей участия наших стран в развитии региональной энергетики. Также была подчеркнута значимость активизации дальнейшей координации действий в рамках совместной таджикско-кыргызской водохозяйственной комиссии. В ходе переговоров мы выступили за активизацию бизнес-контактов. В этом контексте принято решение об учреждении делового совета торгово-промышленных палат двух стран как эффективной платформы для развития связей деловых кругов. Сегодня в Душанбе начнет работу Таджикско-Кыргызский торгово-экономический и инвестиционный форум. Уверен, что его результаты послужат реализации целей и задач, определенных нами по экономическим направлениям сотрудничества. Мы детально обсудили вопросы взаимодействия в сфере транспорта и коммуникаций, как на двусторонней основе, так и в рамках многостороннего сотрудничества. В центре внимания были вопросы реализации совместных инфраструктурных проектов, упрощения процедур грузоперевозок, а также развития логистических и цифровых решений. Мы отметили важность активизации работы и модернизации пограничных пунктов перехода в целях создания благоприятных условий для передвижения людей, товаров и услуг. Только что в онлайн-формате мы с Садыром Нургожевичем дали старт работе еще одного контрольно-пропускного пункта на таджикско-кыргызской границе. Убеждены, что возобновление работы КПП Тоджварон-Карамык между Ляхским и Чон-Алайским районами наших стран будет способствовать достижению указанных выше целей. Подтвердили обоюдное стремление к увеличению количества регулярных авиарейсов, а также автобусных маршрутов, в том числе между приграничными регионами. Мы обсудили вопросы развития культурно-гуманитарного измерения наших взаимоотношений. Выступили в поддержку реализации совместных инициатив в сферах науки и образования, культурного обмена,
молодежной политики и спорта. Сегодня мы подписали важный документ соглашение об учреждении Межправительственного совета во главе с премьер-министрами двух стран. Принятый по итогам сегодняшних переговоров весомый пакет двухсторонних документов в целом наполнен новым содержанием договорной правовой базу сотрудничества двух стран. Тем самым мы укрепили юридическую основу дальнейшего расширения всего комплекса торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. На фоне нарастающей нестабильной обстановки в мире мы провели содержательный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Сделали акцент на совместные подходы к укреплению стабильности в регионе. Подтвердили наш твердый настрой на усиление совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, трансграничной преступности, включая киберпреступность, а также незаконный оборот наркотиков. Констатировали приверженность развитию партнерства на международной и региональных аренах. Высказались в пользу дальнейших совместных усилий по наращиванию позитивной тенденции развития регионального сотрудничества. Отметили важность укрепления практики поддержки инициатив друг друга на международных и региональных площадках. Уверен, что достигнутые по итогам визита договоренности открывает новые перспективы для расширения всего спектра двусторонних отношений. Они отражают общее стремление сторон к обеспечению устойчивой стабильности и процветания во благо народов двух стран и регионов. Благодарю за внимание, а теперь с большим удовольствием передаю слово президенту Кыргызской республики. Пожалуйста, Садыр Нургожевич, вам слово. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего хочу выразить искреннюю признательность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шариповичу, за приглашение посетить братскую Республику Таджикистан с государственным визитом, а также за традиционный радушие и теплый прием. С удовлетворением хочу отметить, что наши переговоры с уважаемым Эмомали Шариповичем прошли в теплой, дружеской атмосфере, деловом и конструктивном ключе. Хочу подчеркнуть, что политический диалог глав государств является важнейшей составляющей кыргызско-таджикских добрососедских отношений и укрепления доверия между народами Кыргызстана и Таджикистана. Сегодня мы находимся у истоков важного события в истории наших межгосударственных отношений. Благодаря политической воле и решимости нам удалось завершить процесс делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Считаю это одним из самых фундаментальных и действительно важных достижений с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это поистине прорывное историческое событие не только для наших стран и народов, но и всего Центральноазиатского региона. Мирное разрешение пограничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном получило высокую оценку и положительные отзывы всего мирового сообщества, в том числе со стороны международных и региональных организаций. Мы обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание вопросам углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения приграничных связей, а также вопросам развития инфраструктуры и укрепления межрегионального диалога. По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, которые охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества, таких как торговля, образование, промышленность, туризм и многие другие важные направления. Хочу подчеркнуть, что одним из ключевых итогов переговоров стало
подписание совместного заявления, в котором отражено обоюдное стремление вывести кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень развития. С целью комплексного рассмотрения вопросов двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества подписано соглашение о создании Межправительственного совета, который будет возглавляться председателем Кабинета министров Кыргызской Республики и премьер-министром Республики Таджикистан. Мы условились провести первое заседание Межправительственного совета в Бишкеке. В рамках дальнейшего укрепления межгосударственного диалога обозначили необходимость активизации межпарламентского взаимодействия между Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики и Маджлиси Воли Республики Таджикистан. Мы провели церемонию возобновления деятельности двух пунктов пропуска Карамак автодорожный и Бордого автодорожный, что является важным фактором развития межрегионального и экономического сотрудничества. Договорились содействовать упрощению процедур пересечения границ для граждан наших государств, включая создание благоприятных условий для торговли, передвижения товаров и услуг. Сегодня кыргызско-таджикские отношения переходят в новый этап развития на основе взаимного уважения, доверия и добрососедства. Особое внимание было уделено экономическому компоненту, наращиванию взаимной торговли, созданию совместных предприятий, развитию индустриальных и логистических зон. В сфере энергетики подчеркнули необходимость завершения регионального проекта КАСА-1000. С удовлетворением отметили запуск линии 500 киловольт Даткасухт в рамках проекта КАСА-1000 в Худжанте в марте этого года. В ходе переговоров была подтверждена взаимная готовность к углублению сотрудничества в сфере безопасности, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью. Мы также выразили намерение укреплять координацию в международных и региональных организациях ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и других. Мы договорились поддерживать кандидатуру друг друга в международных структурах и совместно продвигать инициативы в таких чувствительных сферах, как изменение климата, водные и горные экосистемы, а также сохранение ледников. Мы также выступаем за продолжение укрепления политического диалога в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии. В культурной сфере поддержали проведение совместных культурных мероприятий, обмен делегациями деятелей искусства и спорта, что будет способствовать дальнейшему сближению наших народов. Особое внимание мы уделили вопросам гуманитарного характера, сохранению этнической и языковой самобытности кыргызов Таджикистана и таджиков в Кыргызстане, а также поддержке культурных центров, общественных объединений и образовательных учреждений. Мы поддерживаем развитие академических и молодежных обменов, сотрудничество научных учреждений и взаимное признание образовательных документов. В заключение хотел бы подчеркнуть свое удовлетворение итогами сегодняшних переговоров и достигнутыми договоренностями, которые, несомненно, направлены на укрепление и развитие добрососедских и дружественных отношений народов двух братских стран. С целью поддержания высокой динамики политического диалога на высшем уровне с большим удовольствием приглашаю президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона, посетить с визитом в Кыргызстан в любое удобное для вас время. Спасибо за внимание. Благодарю, уважаемый коллега. Я обязательно воспользуюсь на поручение. Сейчас обязательно, с большим удовольствием. На этот раз немножко не протокольный визит сделаешь, и там другие области посвящения, а так исторические места, так, при свободу. На этом наша пресс-конференция завершена. Всем большое спасибо.
8 июл дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Тоҷикистон ва Қирғизистон баргузор гардид. дар форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Тоҷикистон ва Қирғизистон сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров иштирок ва дар ҳузури соҳибкорону сармоягузорони ду кишвар суханронӣ намуданд. Уважаемый Садыр Нургожевич, уважаемые участники форума, приветствую вас на сегодняшнем мероприятии, который является важной составляющей насыщенной программы государственного визита президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нургожевича Жапарова в Таджикистан. Отрадно отметить, что за последнее время Таджикистан и Кыргызстан, как два близких соседа, достигли значительного прогресса в своих взаимоотношениях. Совместными усилиями успешно продвигается конструктивный политический диалог. Мы решили все вопросы, связанные с делимитацией границы. Активная работа проводится по ее демаркации. В последнее время наблюдается тенденция роста объемов взаимной торговли между нашими странами. Развиваются другие аспекты экономической связи, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Уверен, что достигнутые по итогам сегодняшних переговоров договоренности послужат прочным фундаментом дальнейшего расширения взаимодействия сторон на основе незыблемых принципов дружбы и добрососедства. Убежден, что результаты нынешнего форума также будут содействовать наполнению наших взаимоотношений новым практическим содержанием. Мы подчеркиваем нашу заинтересованность в расширении сотрудничества в торгово-экономическом и инвестиционном секторах, а также активизации контактов между деловыми кругами двух стран. Считаем, что для этого у обоих сторон имеется достаточный потенциал. В этом контексте первостепенной задачей выступает расширение структуры взаимного товарооборота, в том числе путем диверсификации номенклатуры товаров. Весьма важной является активизация торгово-экономической связи между регионами двух стран. Таджикистан обладает значительным природным потенциалом для привлечения инвестиций. Наряду с этим широкие возможности для ведения бизнеса предоставляет благоприятный инвестиционный климат в стране. Нашим законодательным предусмотрены значительные льготы и правовые гарантии для защиты бизнеса и инвестиций. В целом установлено более 240 гарантий и льгот, в том числе более 110 налоговых и таможенных послаблений. Инвесторы имеют право свободно выбирать способ сотрудничества. Они могут наладить бизнес путем создания совместного предприятия или на основе договоров государственно-частного партнерства или инвестиционных соглашений. В Таджикистане важной составляющей для инвестиций является возможность вести бизнес в соответствии с мировыми тенденциями развития зеленой экономики. Это особо актуально в нынешних условиях, когда многие международные партнеры и банки развития меняют свою политику и стратегию в пользу зеленых инвестиций и технологий. С учетом этого, а также потенциала сторон, Таджикистан и Кыргызстан могут развивать плодотворное сотрудничество в сфере гидроэнергетики. Наши огромные запасы зеленой энергии могут служить интересам не только двух стран,
но и всего региона. Ускоренное развитие промышленности определено в качестве одной из стратегических целей нашего государства. В этой связи предлагаем деловым кругам и заинтересованным сторонам наладить взаимовыгодное сотрудничество в различных отраслях промышленности. Особо подчеркну в сфере горнодобывающей, легкой, пищевой и химической промышленности. Мы уверены, что создание в этих областях совместных предприятий по производству продукции с высокой добавленной стоимостью отвечает интересам обоих сторон. Большие резервы имеются для развития сотрудничества в сферах транспорта и логистики. В контексте обеспечения продовольственной безопасности мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Кыргызстаном в аграрном секторе. Наши страны располагают большими возможностями для совместного продвижения горного, экологического и оздоровительного туризма. Развитие общего рынка туристических услуг и совместное создание туристических продуктов по этим направлениям могут внести большой вклад в повышение доходности данной сферы в наших странах. Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с кыргызскими партнерами в развитии финансового и банковского секторов. Нам также необходимо как совместными усилиями, так и путем привлечения иностранных инвестиций развивать инновационную деятельность. Это, в частности, относится к развитию цифровой трансформации, искусственного интеллекта и технического образования. Уважаемый Садыр Нургожевич, дорогие участники форума, считаю, что в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках представление возможностей двух стран, как взаимосвязанных и взаимодополняющих, может стать привлекательным для инвесторов из третьих стран. Необходимо использовать этот потенциал для развития экономик двух стран и благополучия наших народов. Реалии положения дел международной торговли и экономики диктуют нам необходимость своевременной закладки прочной основы для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что сегодняшний форум внесет достойный вклад в этот процесс и желаю всем успехов и приятного пребывания в Таджикистане. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые участники форума, дамы и господа, прежде всего позвольте тепло поприветствовать всех участников форума и выразить искреннюю благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шариповичу, за традиционное радушие, гостеприимство и безупречную организацию сегодняшнего мероприятия. В этот переломный и насыщенный событиями период регион Центральной Азии становится ареной судьбоносных преобразований, имеющих историческое значение. Одним из таких ключевых событий стало подписание 13 марта текущего года в городе Бишкек исторического межгосударственного договора о кыргызско-таджикской государственной границе, а также трехстороннего договора о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 31 марта в городе Худжанд. Эти важные договоренности получили свое политическое закрепление в принятии Худжандской декларации о вечной дружбе, которая ознаменовала начало нового этапа братского взаимодействия и региональной консолидации. Сегодняшний форум стал логичным продолжением этой высокой политической воли и ярким свидетельством нашей общей нацеленности на выстраивание нового уровня сотрудничества, прежде всего в экономической плоскости.
Уважаемые участники форума, сегодня на повестке дня стоят конкретные задачи по наращиванию товарооборота, углублению производственной кооперации, развитию совместной инфраструктуры и активному вовлечению регионов в торгово-инвестиционные процессы. Мы видим огромный, еще не раскрытый потенциал в этой сфере. Особую роль в этом процессе играют регионы наших стран. Именно на уровне приграничных областей формируется прочный каркас практического взаимодействия от торговли и транспорта до сельского хозяйства и переработки. Развитие прямых связей между регионами позволяет не только расширять экономические горизонты, но и укрепляет дружбу и доверие между нашими народами. В этой связи мы придаем большое значение поддержке региональных инициатив, запуску межгосударственных проектов, созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций на местах. Уважаемые участники форума, сегодня мы с уважаемым Эмомали Шариповичем подробно обсудили наши дальнейшие планы по расширению сотрудничества на торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и приграничном направлениях. Большое внимание было уделено перспективным вопросам сотрудничества, а именно в сфере энергетики, транспорта, горнодобывающей отрасли, в том числе критических минералов, переработка сырья, модернизация контрольно-пропускных пунктов, а также кооперации в приграничных областях двух стран. Кыргызстан в качестве члена ЕАЭС готов стать входными воротами для поставки товаров и услуг Таджикистана на многомиллионный рынок таможенного союза. Одновременно с этим мы готовы предоставить наши транзитные возможности для осуществления поставок товаров из Таджикистана в Китай. Говоря о стратегических направлениях, хочу отметить транспортную сферу как ключевой драйвер роста. Важно эффективное использование транзитного, транспортного и логистического потенциала. Кыргызстан готов выступать в роли стратегического транзитного коридора, открывающего таджикским товарам прямой доступ к рынку не только Евразийского экономического пространства, но и Китайской Народной Республики. В этом контексте хочу особо подчеркнуть важность начала реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который откроет новые перспективы для возрождения Великого Шелкового пути в современных условиях. Сектор энергетики же не только определяет устойчивость экономики, но и создает основу для запуска всех других отраслей. Кыргызстан и Таджикистан обладают колоссальным гидроэнергетическим потенциалом, который мы можем использовать во благо наших стран и всего региона. В Кыргызстане реализуется стратегический важный проект строительства Камбаратинский ГЭС-1, а в Таджикистане масштабная Рогунская гидроэлектростанция. Реализация подобных проектов, а также развитие зеленой энергетики открывает большие возможности для внутреннего обеспечения, вносят вклад в энергетическую безопасность и климатическую устойчивость всего региона. Также отдельно хотел бы подчеркнуть значение туризма как мощного инструмента сближения наших народов. Центральная Азия – уникальный культурный и природный регион, способный привлечь миллионы туристов. В этой связи Кыргызстан предлагает рассмотреть идею создания единого туристического пространства в регионе для граждан третьих стран. Несомненно, это придаст мощный импульс развитию туризма и укрепить межкультурные связи между нашими народами. Дамы и господа, говоря о текущем экономическом развитии Кыргызстана, хотел бы отметить следующие показатели. За последние 3 года экономика Кыргызстана демонстрирует ежегодный темп роста в среднем на 9%. За 4 месяца текущего года рост составил 11,7%. ВВП страны увеличился в 2 раза. Значимым событием стало повышение международного кредитного рейтинга страны.